Сегодня мы с вами рассмотрим факторы вторжения России в Крым. Почему Порта не могла противостоять агрессии? Какие угрозы влекла за собой кампания против Персии? Каковы были последствия решений, принятых султаном? С вами Андрей Саминин. Это программа об истории крымских татар. Удобный для экспансии момент наступил в начале 1720-х годов. Турки потерпели ряд поражений в войне с Австрией и Венгрией. Россия воспользовалась этим, чтобы усилить свое влияние в соседних с Турцией Кавказских землях. В результате войны с Персией к России в 1723 году отошли Баку и Дербент с прилегающими территориями. В ответ Турция вторглась в Грузию, захватила Тбилиси, а еще через год в Стамбуле был подписан договор о разделе Кавказских земель. России достались прикаспийские области – Грузия, Ширван, Ереван, Карабах и часть Азербайджана. В Крыму в это время обострились отношения между бейскими и ханскими родами. Сместили нескольких гиреев, прокатилась волна свирепых казней. Поэтому ханы не могли воспользоваться ослаблением турок в собственных целях. И когда к власти пришел Менгли-Гирей II, он вновь присягнул на верность султану. И даже когда в 1724 году в Бахчисарай прибыли казацкие командиры, чтобы в очередной раз просить о переходе в крымское подданство, хан отказался их принять. Очередная вспышка антитурецкой активности России снова совпала с ухудшением положения Порты. В 1730 году вспыхнуло восстание янычар. В Петербурге стремились получить выход к Черному морю. В этот раз Россия решила привлечь к войне Персию, вернув ей Дербент, Баку и другие завоевания. Но не успели страны подписать договор, как турки бросились на едва захваченные русскими земли Персии. Но заняли их не турки, а посланные ими войска крымского хана. Новый крымский властитель Каплан-Гирей был самостоятелен в отношениях с Портой. Получив указ о походе на Персию, Каплан-Гирей собрал диван и поставил вопрос о необходимости выступления армии. Надо было иметь в виду союз московитов с персами. Война против одних неизбежно вызовет войну с другими. Было решено все же войско готовить. Угроза турецких репрессий страшила хана и его совет больше, чем агрессия России. Положение осложнялось. Конница под началом сыновей хана должна была проследовать через Кубань. Эту территорию к тому времени русские считали своей. В 1735 году Каплан-Гирей с 80-тысячной армией двинулся к Дербенту. И вот когда хан с войском дошел до Кавказа, на Крым напали русские. Война с персами утихала. Зная о беззащитности полуострова, на срочном возвращении хана теперь настаивал и сам султан. В русско-турецких отношениях на протяжении нескольких лет и те, и другие ревниво следили, чтобы не был заключен сепаратный мир. Война уравнивала силы Петербурга и Стамбула, а мир мог резко усилить любую из воевавших сторон. Войну Турция и Россия объявить не решилась, и первый поход на Крым был как бы набегом. Хотя в нем участвовало до 40 тысяч солдат, он не удался. Россия все же объявила войну туркам. Войско во главе с фельдмаршалом Минихом отправилось в Крым. Вернувшаяся к тому времени домой крымская армия числом около 60 тысяч значительно уступала русским в вооружении. Конечно, о серьезном сопротивлении и речи быть не могло. После вступления русских на полуостров крымские татары терпели поражение. Мирные жители бежали, им быстро стало известна жестокость, с которой солдаты расправлялись с населением взятых городов. Бахчисарай был варварски сожжен. Русские не пощадили и жемчужины Востока ханского дворца, более в прежнем величии не восстанавливавшегося. Писали об этом и современники. Какие не обретались в домах пожитки или приборы, отданы солдатам в добычу, и все строения выжжены. Дворец хана равномерно в целости не оставлен. Все сие столь великолепное здание в несколько часов разграблено и в пепел обращено. Ахмечеть подобной участи был подвержен.
Крым обезлюдил. В Гизлеве и множестве других городов уцелела лишь та часть населения, что успела бежать в горы. Груды трупов на улицах и дорогах разлагались. Появилось множество очагов заболеваний. В результате зверства русской армии обратились против нее же самой. Эпидемия унесла 27,5 тысяч из 30 тысяч вступивших в Крым. В войске Крымского ханства погибло не более 2000 человек. Прошла зима. Крымские татары вернулись на свои пепелища. Но вновь за Перекопом показались русские полки. На этот раз их вел другой фельдмаршал – Ласси. Перейдя Севаш вброд, 35-тысячное воинство рассеялось во все стороны разорять и жечь. В этом деле особенно отличились калмыки, которые в один день привели в лагерь 1000 пленных и много другой добычи. Всего было сожжено около 1000 деревень. Русско-турецкие мирные переговоры велись в Немирове с 1737 года. Русские требовали отдать им не только земли между Дунаем и Доном, Кубань, Молдавию и Валахию, но и Крым. Последнее требование мотивировалось оригинально. Разоренный полуостров нужен был России не ради выгод, а только для спокойствия государства. Тем более, что Порта не имеет от этих диких народов никакой пользы. Окончательно договор о мире был оформлен в 1739 году в Белграде, но во владении Крымом русским было отказано.